Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как мужчина организовал плантацию по выращиванию конопли под окнами полицейского управления. Я бы не сказала, что там кто-то собирался, чтобы компании какие-то были. Расскажем, какие аргументы приводили стороны в деле об убийстве из-за 1000 рублей. Он шел с работы, они вспомнили, что он должен кому-то. Он с ножом шел, он с работы шел, с каким ножом? А также не заметили друг друга. Вот же там разделительная полоса есть, там она перестроилась. На улице Арбузова фура десятки метров протащила попавшую под колеса иномарку. Это не только прямо сейчас. Выращивал запрещенные культивации растения в квартире с видом на управление внутренних дел. Плантация имела почти промышленный масштаб. Организовал ее 39-летний житель Нижнекамска и после задержания уверял, что растил исключительно для себя, мол, употребить может много. Но, как узнал Айрат Назипов, полицейские ему не поверили. Десятки кустов с коноплей, целая оранжерея с запрещенными культивацией растениями. Есть даже специальный шкаф и удобрения. На столе уже готовый продукт. Полицейские поймали мужчину с поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств». Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 231. Это незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Задержанный уверял, все только для личного пользования, аппетиты у него такие. Но стражи порядка не поверили. К слову, и соседи странных запахов не чувствовали. Ни шума, ничего такого не было, чтобы там, все равно бы слышно было постоянно, если кто-то заходит в дверь. Нет, я даже не знаю, кто там живет. Ну а так все это время было спокойно. Я бы не сказала, что там кто-то собирался, чтобы компании какие-то были. Нет, такого не было. Плантацию мужчина организовал прямо под носом у полицейских. Балкон выходит на здание УВД Нижнекамска. Теперь на свою квартиру будет смотреть уже с другой стороны. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Айрат Назипов, Алсу Арсланова и Фахри Исламов. Вызов 112. По факту гибели людей в заброшенном доме на улице Хадид Акташ возбуждено уголовное дело. Напомним, пожар произошел ночью 14 октября. В ходе тушения спасателями были обнаружены 2 тела: 29-летнего уроженца Ульяновска и неустановленного мужчины в возрасте 35-40 лет. Согласно результатам полученного исследования, пожар наступил в результате поджога горючих материалов. По предварительным данным, оба мужчины, не имевшие постоянного места жительства, длительное время использовали заброшенный дом для ночевок. На данный момент назначена пожаротехническая экспертиза, проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности предполагаемых преступников. По горячим следам полицейские Казани задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи. Им оказался 46-летний мужчина, уже не раз судимый за аналогичные преступления. После задержания был немногословен, но признался, куда дел похищенное имущество. Об этом расскажет Алия Хайрудинова. 46-летний житель Казани скромно сидит в полицейском участке, прикованный наручниками. Полицейские установили, что еще несколько часов назад в одном из магазинов сотовой связи он вел себя совсем по-другому. Мужчина обвиняется в разбойном нападении. Как рассказали продавцы, мужчина, угрожая сотрудникам торговой точки предметом, похожим на пистолет, похитил сотовый телефон. Свою вину он отрицать не стал и признался, что похищенное имущество сдал в ломбард. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него предполагаемое орудие преступления – игрушечный пистолет. Свою актерскую работу с игрушечным пистолетом в руках он оценил в 16 000 рублей. Столько дали ему в ломбарде за украденный телефон. К слову, в ближайшее время ему деньги все равно не пригодятся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, и Советским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Алия Хайрудинова, Ленар Гинатуллин, вызов 112. Последние аргументы сегодня смогли представить в суде защиты и обвинения по делу об убийстве и нанесении тяжкого вреда здоровью из-за 1000 рублей. На скамье подсудимых 35-летний Сергей Хрипунов. Следствие уверено, что он убил своего соседа и ранил его товарищей, потребовавших отдать долг. Защита настаивает. Это была исключительно самооборона. Как прошли прения сторон, увидела Айгуль Батрудинова. Он шел с работы, они вспомнили, что он должен кому-то. Вот у них из-за чего началось. Потом пошли повыше, и все. Он с ножом шел, он с работы шел. С каким ножом?
Мать подсудимого оправдывает сына. Говорит, не было у него ни ножа, ни умысла. 35-летнего Сергея Хрипунова обвиняют в убийстве соседа и нанесении тяжкого вреда здоровью его другу. По версии следствия, когда мужчина возвращался домой, встретил компанию соседа. Выпили вместе, после между ними разгорелся конфликт, якобы из-за невозвращенного Хрипуновым долга в размере 1000 рублей. Весь конфликт произошел в драку, в ходе которой Хрипунов достал нож, неизвестно откуда взявшийся, и нанес телесные повреждения потерпевшим. Вину свою не признал, точнее настаивает на том, что данное преступление совершил в условиях превышения пределов необходимой самообороны. Но сторона потерпевших считает, что Сергей Хрипунов изначально был настроен очень негативно, и нож принес с собой явно не просто так, а специально, чтобы выместить свой гнев. Я знаю такое даже. Это не наш нож. И потом у меня муж никогда сам первый не начинал драться. У него не было по привычке ножи таскать. Версии защиты противоположные. Подсудимый действовал исключительно в целях самообороны, но в возможности доказать это суду адвокат не уверен. На оправдательный приговор есть шанс? Сложно сказать. Сегодня закончились прения сторон. Приговор Сергею Хрипунову суд огласит на следующем заседании. Айгуль Бадрудинова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112. В Автограде росгвардеец задержал преступника в свой выходной. Гражданин с явными признаками опьянения вел себя вызывающе и оскорбительно по отношению к окружающим. Не отреагировал на замечание сотрудника Росгвардии в гражданском. А наоборот, достал предмет, похожий на пистолет, и направил на росгвардейца. Действуя в соответствии с законом о войсках Национальной гвардии, сотрудник ОМОН применил в отношении правонарушителя приемы самообороны, обезоружил его и задержал. На место были вызваны сотрудники полиции. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Предмет, используемый в качестве оружия, передан для проведения экспертизы. За проявленную решимость и профессионализм решается вопрос о поощрении сотрудника ОМОН правами командующего Приволжским округом Росгвардии. Каршеринговый автомобиль столкнулся с Audi A7 на улице Декабристов. По предварительной версии, водитель неустановленного автомобиля, едущего впереди немецкой иномарки, решил развернуться там, где нельзя. К чему это привело, увидела Анна Городнова. По человеческим меркам он подставил нас всех, но по меркам ПДД он свое это дело нарушил, но тут уже другая история. По рассказам водителя Audi, огромную роль в происшествии сыграл неизвестный автомобилист. Он, проигнорировав правила дорожного движения, решил развернуться в неположенном месте. Другие автомобилисты такого маневра не ожидали, но все же успевали нажать на педали тормоза. Не повезло лишь водителю каршеринга. По звуку, я думал, у меня половину машины снесло, но в итоге обошлось все бампером. А как думаете, ремонт сколько сейчас выйдет примерно? Я не знаю. Я надеюсь, на страховку хватит. Немецкая иномарка получила незначительные повреждения, а вот у «Шкоды» разбита вся передняя часть. Своей вины водитель каршеринга не отрицал. А сейчас как расплачиваться будет, неизвестно у вас с каршерингом? Не знаю, пока не созвонился, не знал. Но условия вы же, наверное, знаете или нет? Читал, но я забыл. Но там штраф от 30 тысяч. Помимо штрафа, водителю придется возмещать убытки второму участнику ДТП. Точную сумму ущерба еще только предстоит подсчитать. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. «Лада» 14 модели и «Опель Астра» не смогли определить очередность движения на улице Краснококшайская. Авария произошла возле торгового центра. По одной из версий, иномарка поворачивала на прилегающей территории, после чего в правый бок немецкого автомобиля въехала «Лада». В результате происшествия никто не пострадал, автомобилисты остались дожидаться на месте сотрудников ГИБДД. На улице Академика Арбузова девушка, управлявшая японской иномаркой, перестраиваясь на другую полосу, не заметила едущий по ней большегруз. Поняла, что там была машина, только когда фура, протаранив Nissan, не останавливаясь, протащила легковушку вперед. Водитель большегруза также не заметил резко появившуюся прямо под колесами маленькую машину. Подробнее расскажет Ленар Гинатуллин. Серьезный автомобильный затор образовался сегодня на улице Арбузова из-за столкновения фуры и легковушки Nissan. Автоледи, управляющая японской иномаркой, при перестроении на другую полосу не увидела, что по ней едет многотонная машина, и начала маневр. Водитель грузовика легковушку также не заметил и протаранил ее в левый бок. Вы с этого ряда перестраивались? А он нас не заметил? Не знаю. Девушка до конца не понимает, как все произошло. Говорит, перепугалась, когда после удара фура несколько десятков метров не останавливалась. Вот же там разделительная полоса есть, там она перестроилась. Все понятно. И кто сейчас в неправке? Я что-то тогда не понимаю. Она. Она получается? Нельзя же перестраиваться.
Теперь спор водителей о виновности в этой аварии предстоит разрешить автоинспекторам. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.